Наши продки были людьми разумными и мудрыми. И вот как не лилась кровь, хольется спиртная горелка, правда? Как все происходило? Те, кто поспорил, поругался, становились один насупроть одного. У чарочку наливалась горелка. Ставилась эта чарочка на рабочую часть лезвия, называется перо. Ось прикладно сюди. Но яка ж була задача? Поднять и выпить. Пилось до той поры, пока не упадет чарка с леса, ну, либо не упадет сам воин от количества выпитого. Вольный хват, что такое? Большой палец заводился под перекрыжевание, под перекрестие. 3 пальцами обнималась рукоять, а мизинчик оставался на яблочке. Коли я убираю шаблю. А все историки, оказывается. Дело в том, что если обыкновенно взять шаблику, сухожилие не дозволяет нам оттянуть ручку, как нам хочется. Вольный хват. Ну, первую чарочку подыму я, а після ви. Тихо, запоминай. Не мешай. О, класс. Опля. Ну что? Занюхивают. Познакомиться с вами. Да, Света, не так. Мизинчик. Ну, я вижу, вы подготовлены. Палец не туда засунул, в большой который. Вот так. Все хорошо. Вот так, да. Так, робим тишину. Тишину. Я вам допомогу, ближе чарочку поставлю. Жадание выпить робить все само за себя. Но желание выпить делает все само за себя. Давай, мой пупсичек. Тишина. Тихо. Ты ж моя золотая.